Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Теперь праздник в октябре двойной. Я сегодня вечером подпишу указ главы Республики Башкортостан об объявлении 10 октября Днем Курая. Новая дата в календаре, новые объекты. Башкортостан отметил свой день рождения с международным размахом. Дружба и сплоченность как символы торжества. Для нас это большое чувство и общности, и, конечно же, единения. В полку героев прибыло. Потому что сказал, кто, как не мы. Я не буду прятаться за спинами других. Владимир Путин присвоил звезду Герою России уфимцу Ильдару Суфиярову посмертно. Такого в России больше нет. Здесь бассейны есть теперь, это очень хорошо. Плюс то, что проживание. Вот мы, например, с Иглиной, и нам тяжело было бы ездить. Реабилитационно-образовательный центр «Салют» сможет принять до 7 тысяч особенных детей в год. Я могу вам с уверенностью заявить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации аналогов таким центрам, как центр ИОНЛЮС и реабилитационный центр «Салют», просто не существует. Обещали вообще-то нос сломать. Да, я сдержу обещание. Неколлегиальный случай. Слушайте, вы БСТ, дознание, еще раз меня без разрешения снимете, я вам нос сломаю. Агония редакции «Пруфов». Специальный репортаж программы. На неделе жители Башкортостана отметили День Республики. Один из главных государственных праздников уже не первый год отмечается с международным размахом. И в этот раз участие в знаковых событиях принял президент Абхазии Аслан Бжани. Вместе с Радием Хабировым они открыли новый объект в Уфе – колоннаду, символ дружбы двух республик. А глава ДНР Денис Пушилин вручил награды труженикам Башкортостана, оказавшим поддержку Донецку. Отныне праздник для республики в октябре двойной. Свой день рождения впредь Башкортостан будет отмечать под звуки курая. Хроника праздничных событий в репортаже Динары Таймасхановой. Я сегодня вечером подпишу указ главы Республики Башкортостан об объявлении 10 октября Днем Курая. Афарин, кричат из зала. Зрители не скрывают эмоций, стоя аплодируют такому решению. Кураисты сразу начинают играть. Они привыкли выражать свои чувства музыкой. Для них этот день значимый вдвойне, помимо того, что теперь у них есть свой профессиональный праздник. Это первый их концерт в качестве государственного ансамбля кураистов. А чтобы он стал началом большого гастрольного тура, Ради Хабиров преподносит им еще один подарок. Вас ждут уже не только в концертных залах больших Уфы, вас ждут в Белокотайском районе, Баймаке, в Величественском районе, в Учалах, везде, вас везде ждут. И даже в маленьких сельских клубах вас ждут. Поэтому для того, чтобы вы все-таки могли гастролировать, вам нужен хороший автобус. Вот. И я вам дарю этот автобус, но из-за всевозможных процедур, ближе к Новому году вы его получите, но это будет ваш автобус. Руководитель коллектива Азат Айткулов помнит времена, когда в Башгосфилармонии он был единственным кураистом. А теперь уже образовался ансамбль из 22 лучших музыкантов. Концерт, который прошел с аншлагом, стал новой точкой отсчета в истории национального инструмента. Курай так столько вырос за это время, почти за полвека. И такой вот ансамбль, государственный ансамбль профессиональных кураистов. Это вообще... Я свои чувства только я сам знаю, как я рад этому. К
Где еще встретишь одновременно на одной сцене исполнителей абхазских и башкирских танцев? На новом туристическом объекте Уфимской колоннаде. Это возможно, потому что строился объект как символ дружбы народов. Первый камень колоннады был заложен на набережной Радием Хабировым и президентом Абхазии Асланом Бжани ровно год назад, в День Республики. Дружба Башкортостана и Абхазии, она имеет очень долгие корни. И, может быть, не все знают, что в тяжелые 20-е годы позапрошлого века именно Абхазия помогала продуктами во время голода в Поволжье. А когда началась борьба Абхазии за свободу и независимость, Башкортостан первым открыл представительство в 1994 году в Абхазии. Колоннада состоит из двух половин, установленных на общие постаменты. Части сооружения вместе их соединения образуют арку для прохода к набережной. Если в Абхазии к морской, то у нас это выход к реке Белой. Высота постройки 12 метров, 30 длина и 6 метров ширина. Это точная копия колоннады на набережной Сухума, которая появилась в столице Абхазии в 1948 году. Хочу выразить огромную признательность вам, уважаемые Ради Фаритович, за идею строительства в Уфе копии Сухумской колоннады. Вы большой друг Абхазии. В нашей стране вы пользуетесь заслуженным авторитетом. Убежден, что архитектурное сооружение, которое мы открываем сегодня на набережной реки Белой, станет одним из ярких достопримечательностей Уфы. Этот объект закрывает важную тему истории 20 века. О взаимоотношениях нашей республики и Абхазии, считают историки. Это не только голод в Поволжье в начале прошлого века и поддержка независимости Абхазии, но и ряд других моментов. Наша республика сразу же в 1991 году, во-первых, выступила с заявлением вместе с Татарстаном о поддержке Абхазии за независимость. Затем, в 90-е годы мы помогали эшелонами нефтепродуктов. Наши добровольцы отправлялись туда и участвовали в боевых действиях. И Ради Фаритович, наверное, просто сегодня забыл сказать, он преподавал в то время на юрфаке, я работал в университете. У нас огромное количество студентов из Абхазии приехало учиться. Порядка 100 представителей самых разных профессий стали почетными гостями церемонии в Конгресс-холле, посвященной Дню Республики, лучшие в своей отрасли. Отдали любимому делу десятилетия учителя, строители, журналисты, металлурги, управленцы государственными наградами России и Башкортостана. Ради Хабиров отметил более 60 человек. Особой похвалы удостоились представители трудовых династий, чей общий стаж перевалил за век. Началом нашей династии служит наша мама Шалькова Тамара Александровна, которая, окончив Благовещенский педагогический колледж, была направлена в Уфимский район, в село Михайловка, на педагогическую стажировку. Там и осталась. И также мы в этом селе и до сих пор продолжаем эту династию. Государственных наград Донецкой Народной Республики удостоились военнослужащие, которые принимали участие в освобождении новых регионов России, строители, помогающие восстанавливать Донбасс, и, конечно, волонтеры, на плечах которых не менее важные задачи – сбор гуманитарной помощи и поддержка семей участников СВО. Самый большой наш проект – это аллея героев в городе Стерлитамак. Она посвящена памяти наших бойцов. Впервые начала существовать 9 мая 23 года. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что он всегда с воодушевлением посещает нашу республику. Регионы объединяет не только настоящее, но и прошлое. В прошлом наши деды и прадеды плечом к плечом изгоняли уже фашистскую нечисть с нашей общей родины. Конечно же, очень много героических моментов и, конечно же, касаемо непосредственно Донбасса. Как раз я говорю о герое Российской Федерации, о генерале Шеймуратове. И для нас это большое чувство и общности, и, конечно же, единения, потому что именно с тех исторических моментов можно считать и выстраиваются те взаимоотношения, которые мы видим сейчас. В непростое время уважение к традициям, истории и культуре вдохновляет на достижения и дает силы идти вперед. Приобретают особый смысл дружба и сплоченность. Они открывают новые двери для развития, укрепляя экономические позиции каждого участника сотрудничества. Динара Таймасханова. Итоги недели. Указом президента России командиру 2-го мотострелкового взвода полка Башкортостан Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России посмертно.
12 апреля этого года, отправившись на задание под его командованием, группа несколько часов удерживала позиции. Оставшись 1 на 1 с противником, герой не сдался в плен и подорвал гранатой себя и 3 солдат ВСУ. О присвоении звания Героя России старшему лейтенанту ходатайствовал Ради Хабиров. Наша съемочная группа встретилась с вдовой героя. На этих кадрах герой России Ильдар Суфияров со своей семьей. Вдова Айгуль Суфиярова с волнением пересматривает совместные фотографии, а любая деталь напоминает ей о муже. Ильдар Филаретович родился в Уфе, отучился в 56-й школе, после чего поступил в нефтяной институт на военную кафедру и с тех пор работал инженером на нефтеперерабатывающем заводе. Новость о решении подписать контракт с Минобороны в прошлом году стала для всей семьи большой неожиданностью. Решение он уже принял, как он мне сказал, уже в 22 году. Последней точкой стало, когда мы пошли на кладбище, и там был похоронен тоже Герой России, потому что сказал, кто, как не мы. Я не буду прятаться за спинами других, потому что если не мы их, то они сюда к нам придут. Ну, вот как бы вот он так говорил. Ильдар Суфияров отправился в зону СВО 1 июня прошлого года. Вот он на наших кадрах. Торжественная отправка бойцов с Советской площади Уфы. Мы горды, что наши подразделения будут носить звание прославленных героев, наших земляков, участников Великой Отечественной войны Алексея Сухорукова и Ахмета Давлетова. От лица личного состава хочу сказать, что мы оправдаем оказанное нам доверие. Наше дело правое, победа будет за нами. Он дослужился до командира 2-го мотострелкового взвода мотострелковой роты полка Башкортостан. Товарищи вспоминают его как бойца с непоколебимой волей и твердым характером, смело выполняющего поставленные задачи под вражеским огнем. О сложностях, боли и переживаниях он никогда не рассказывал. Он уже, когда приехал в отпуск, после отпуска, когда он уже уехал, мы уже больше с ним не созванивались. Он по жизни так ничего не рассказывал, что какие проблемы. Все хорошо, говорю. Он буквально, если звонил, минуту-две, может, мы разговаривали, а так вот, все хорошо, говорю. С боевым настроем Ильдар Суфияров отправился на очередное задание. Под его командованием группа несколько часов удерживала позиции перед натиском противника. По словам вдовы героя, он всегда носил с собой гранату. На всякий случай. И 12 апреля он произошел. 18 августа указом президента страны высокое звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено командиру взвода полка Башкортостан старшему лейтенанту Ильдару Филаретовичу Суфиярову. 12 апреля этого года при выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки противника, старший лейтенант Суфияров остался один. Проявив в своем последнем бою мужество и силу духа, он не сдался в плен, подорвал себя гранатой, уничтожив нескольких вражеских солдат. Во время штурма опорника противника Ильдар получил ранение и успел передать по рации: «Я ранен, сдаваться не буду». Очевидцы видели, как он взорвал себя гранатой вместе с 3 военнослужащими вооруженных сил Украины, а именно там были азовцы. Ребята мне вчера сказали, место знают, где это покажут. И, в общем, получили они задание о том, что когда это место не подконтрольно хохлам, так скажем, но туда небезопасно идти, потому что сверху летает. И как только оно будет конкретно уже за нами, то есть будет небезопасно, то останки, которые там были, их все вынесут. Таким уже герой России Ильдар Суфияров останется в памяти близких, родных и сослуживцев. Мужественным и серьезным, но с глазами, полными добра. Алия Эльтубаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. Ради Хабиров включен в состав Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Соответствующие изменения в указ накануне внес глава государства Владимир Путин.
Кроме Ради Хабирова, совет также пополнили губернаторы Московской, Челябинской, Тульской областей, глава РЖД Олег Белозеров, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихурулидзе. У Башкирии внушительный опыт проведения крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба и развития спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году в Уфе прошли летние Сурдлимпийские игры, фестиваль этнических видов спорта «Навстречу Евразии», фестиваль школьного спорта в рамках форума регионов Белоруссии и Башкирии. В текущем году республика провела Всероссийскую летнюю универсиаду и Всероссийскую летнюю спартакиаду для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В республике реализуется уникальная в масштабах страны региональная программа «Сельский тренер». Выплаты спортивным работникам составляют 1 миллион рублей. Сейчас в Уфе полным ходом идет подготовка к проведению форума «Россия. Спортивная держава». Главной площадкой мероприятия, которое пройдет в столице республики с 17 по 19 октября, станет Дворец борьбы. Ожидается, что в Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира. Ради Хабиров осмотрел объекты, на которых состоится пленарная часть, деловая программа форума и заседание Совета при президенте России. Глава Башкортостана рассказал о ключевых мероприятиях, которые состоятся в рамках форума, а также оценил готовность других спортивных площадок. Подробности у Юлии Паршиной. Регион вышел на финишную прямую при подготовке к международному спортивному форуму. В Уфе его гостей и участников ждут более 40 мероприятий на 8 площадках, главной из которых станет новый дворец борьбы. Руководитель республики Ради Хабиров осмотрел спортивные объекты и ознакомился с ходом работ. Внутри здания рабочие возводят экспозиции и выставочную часть. На сегодняшний день 4 оператора, которые принимают вызовы. Если стандартные вопросы, оператор отвечает сразу, связанные с участием непосредственно в пленарном заседании, с аккредитацией. А это Центр управления форумом. Его создали для решения вопросов и помощи участникам мероприятия. Сотрудники уже обработали более 1000 обращений. Большая часть вопросов затрагивает организационные моменты форума, особенности прохождения ПЦР-тестирования, безопасность объектов, а также транспортную логистику. Здесь будет же проводиться совет президента по физической культуре и спорту. Вот. Ну, все остальное в целом, на мой взгляд, достойно готово. В этот день мы же еще открываем еще один объект спортивный вместе с президентом. Это центр фехтования, и там уже пройдут соревнования. Вообще в этот день будет куча соревнований. У нас и ночь бокса будет, и соревнования по керлингу, по фехтованию, по борьбе. Значит, мы откроем еще 19 числа, через день после совета, значит, откроем центр гребного слалома. Это, я знаю, значит, такой невероятный спортивный праздник. В рамках форума пройдет ряд соревнований. Комплекс гребного слалома соберет более 120 гребцов из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе сборной страны выступит участница Олимпийских игр, 5-кратная чемпионка России Алсу Миназова. В Новом Уфимском центре фехтования состоится международный турнир среди юниоров «Сабля Салавата». Строительство спорт-объекта началось в 2023-м. С тех пор работы не останавливались. Видела, как меняется облик центра, и действительно быстро на глазах все менялось, и сам центр, и благоустройство вокруг. Поэтому я думаю, что центр фехтования станет таким местом притяжения для жителей не только в качестве спортивного объекта. Центр в Уфе строили с учетом опыта возведения подобных объектов в других городах страны. В результате был разработан проект, который вобрал в себя все самое лучшее. Например, здесь есть встроенное электронное табло. В большинстве случаев фехтовальщики пользуются переносным. Общая площадь комплекса 6500 квадратных метров. После тренировок желающие смогут посетить бассейн и сауну. На втором этаже находится тренажерный зал. Помимо этого, в центре есть зал для индивидуальных тренировок. В одну смену могут заниматься одновременно 81 человек, то есть одна смена – это порядка 2 часов. А во время соревнований тут могут посещать до 500 человек. Универсальный зал вмещает 373 места. Ожидается, что всего для участия в форуме в Уфу приедут 5000 делегаций из 100 стран мира. Ключевым событием станет заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Также в рамках форума в Уфе пройдет выставка «Современный спорт, инновации и перспективы». Планируется мероприятие с участием героев Паралимпиады в Париже. Вечер бокса, соревнования по керлингу, матч звезд по баскетболу. Россия – спортивная держава – одно из самых масштабных событий, которые принимает республика. И стартует оно 17
12 октября. Юлия Паршина, Элина Юлдашева, Нурислам Хайриев. Итоги недели. Уникально не только в республике, но и в России. Свои двери распахнул республиканский реабилитационно-образовательный центр «Салют». Его особенность в том, что в одном здании будут работать и предоставлять услуги комплексно сразу 3 учреждения разных ведомств. Новый комплекс станет не только самым большим в республике, но и самым многофункциональным для оказания особенной помощи детям. Репортаж Анастасии Чебаевой. Синий, да. Еще какой цвет там есть? Белый. Белый, да. Она по крупицам познает такой большой и пока непонятный мир, в котором делать свои первые шаги ей было сложнее многих. Маленькая хрупкая Адиля ступает словно балерина, на цыпочках. Походка вследствие спастического синдрома. У малышки ДЦП ходит только при поддержке мамы. Она изначально ходила на цыпочках, но педиатр говорила, что пройдет. А вот в 1,5 года мы уже начали бить тревогу, начали ездить по неврологам, но нам диагноз никак не могли поставить. Поставили только в декабре того года. Сначала, конечно, переживала, но потом сказали, что можно, то есть на полную стопу поставить ее. Поэтому для них так была важна реабилитация. Эльсияр вместе с дочкой приехали из Чешмов. Адиля – одна из первых пациенток реабилитационно-образовательного центра «Салют». Красиво, все предусмотрено для детей. Очень нравится, то есть все удобства. И для взрослых тоже, вот, например, там холодильники во всех палатах. К логопеду будем ходить, потом физкабинет, массаж и ЛФК. Это лишь малая часть того, что может предоставить центр детям и их родителям. «Салют» можно назвать уникальным проектом. Это место, где под одной крышей можно получить социальную, медицинскую реабилитацию, образование и коррекционную поддержку. Двери открыты! Корабельная рында не случайно прозвенела на открытии. Большому кораблю большое плавание. 25 тысяч квадратных метров, 3 корпуса. Реабилитационный центр рассчитан на 250 посещений в день. Стационар на 120 коек. А в образовательной части смогут обучаться около 200 детей. Не просто далась, на самом деле. Мы строили это довольно долго, потому что это одно из первых моих обещаний родителям, особенно детей, что мы сделаем хороший республиканский центр. Аккумулируем здесь и технологии, методики, и оборудование хорошее, штат хороший оборудован. И строили долго. У нас первый раз неудачный подрядчик, значит, ушли в суды. Но все-таки мы дожали эту историю. Понятно, что объекты вырос в объемах, как мы начинали прогнозировать. 2 миллиарда мы сюда вложили. Идея центра зародилась еще в 2019 году. С просьбой обратились мамы особенных детей. Они же, можно сказать, и курировали строительство. Выезжали на площадку, высказывали свои пожелания. Нами был озвучен этот вопрос, что нам нужен новый реабилитационный центр со всеми удобствами. Не в каких-то приспособленных помещениях, а именно, который будет построен именно под нас. То, что мы хотели. На самом деле получилось то, что мы хотели. Здесь бассейны есть теперь. Это очень хорошо. Плюс то, что проживание. Вот мы, например, с Иглиной, и нам тяжело было бы ездить. Прямого маршрута до сюда нету. Поэтому, если будет с проживанием, то это вообще очень здорово. Уроки здесь начинаются, как и везде, в 8:30 и заканчиваются к обеду. Есть и занятия, которых в обычной школе не встретишь. Например, гончарное дело. Развивает у детей оба полушария. Я могу вам с уверенностью заявить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации аналогов таким центрам, как центр ИОНДОС и реабилитационный центр «Салют», просто не существует. Здесь постарались создать среду комфортную как для детей, так и для их родителей. А главное – сберечь их время. Все необходимое теперь аккумулировали в одном месте. Центр нужен очень много, потому что детей с разными заболеваниями. Здесь очень много процедур, которые в одном месте, никуда бегать, ездить не надо, это очень удобно. С утра пришли, все сделали, после обеда уехали, кто в садик, кто на работу. Мы лечим заболевания центральной нервной системы, периферической нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и, конечно, ортопедии. Мы будем заставлять работать мышцы, которые у детей не работали.
Сначала мы будем проводить диагностику этих мышц, потом будем заставлять эти мышцы работать. Мы достигнем самых высоких результатов, какие только возможны на сегодняшний день. В центре есть бассейн, зал подводного душа, массажа, голокамера и даже собственная лошадь. Акбусат имитирует все движения животного. С ними дети смогут заниматься иппотерапией. Центр уже запущен, но так как подобного в республике не было, необходимо понять, как выстроить работу. Логистику, как это работает, приглашать лучших специалистов. Вот уже у нас через месяц приезжает большая бригада из Москвы, которая будет лучшие методики, соответственно, реабилитации детей нам показывать. Этот центр, он не просто центр там, для Уфы, для каких-то регионов, это флагман вообще. И такой единый методический научный центр. Лучше всего о комплексе скажет всего одна цифра – 7 тысяч. Столько детей в год сможет обслуживать центр. Маленькие пациенты, которым так нужна помощь и забота, а их родителям – надежда. Надежда на достойную жизнь их детей. Анастасия Ильчебаева, Равиль Рахимзянов, Нурислам Хайриев. Итоги недели. Талантливый певец и виртуозный музыкант не стало народного артиста Башкортостана и Татарстана Фана Валиахметова. Глубочайшие соболезнования родным и близким музыканта в социальных сетях выразил и Ради Хабиров. Он отметил, что народный артист двух республик, кавалер ордена Салавата Юлаева, всю свою жизнь посвятил сцене. Для нашей культуры это невосполнимая утрата. Ему было 73 года. Фан Валиахметов родился в селе Хафизовка, учился в Уфимском училище искусств. После окончания работал солистом эстрады в труппе таких легенд, как Фарида Кудашева и Бахти Гайсин. Позже создал свою концертную бригаду, награжден народной творческой премией «Алтын-Урал». Исполнял исключительно народные песни. Ушла звезда. Вместе с ним уходит эпоха. Эпоха человечности, эпоха великих людей. Присущий только ему тембр, великолепное исполнение народных песен, виртуозная игра на тальянке, конечно же, останется у каждого из нас в душе. Его песни будут слушать поколения. Мне посчастливилось в 2021 году пригласить его на свои гастроли. Конечно же, его всегда стоя встречали, стоя провожали аплодисментами. Это для нас огромная потеря. Его коронным инструментом была гармонь, и ее теперь уже редкая разновидность – тальянка. Как однажды в интервью говорил Фан Гависович, уже практически не остается тех, кто играет на этом инструменте. На сцене он исполнил более 300 различных песен. Прощание с Фаном Валиахметовым состоится в понедельник, 14 октября, в Доме культуры села Шаран в 11:00. Фан – это мой близкий друг, и сегодня я его потерял. Потерял, как и весь мусульманский мир нашей страны. Знаете, он смог поднять культуру нашего народа на самую величайшую ступень музыкального искусства. Мне посчастливилось с ним работать долгие годы. Мы вместе впервые записали с ним песни на радио, а в 80-х мы вместе попали на телевидение, где записали первый получасовой концерт. Он с такой любовью относился к детям, к моему сыну Айнуру. И так получилось, что вот они ушли в один день, с разницей в 4 года. У него только своя дорога была, свой путь в творчестве. Никто так сам не играл и пел, как на тальянке. Очень жаль, что уходит наше золотое поколение. Уходят неповторимые голоса. Невероятная история спасения. В Уфу вернулся боец Кайтыр. Такой позывной участник специальной военной операции, наш коллега, журналист Павел Самойлин взял себе, когда заключил контракт. Кайтыр с башкирского переводится как «вернется». Полгода он находился в разных госпиталях после тяжелого ранения и только на днях наконец-то приехал домой. За его судьбой следила чуть ли не вся республика. В какой-то момент бойца даже считали погибшим, а в это время Кайтыр лежал на поле боя и боролся за жизнь. Привет! Громкое и четкое приветствие офицера ВДВ. Несмотря на то, что передвигаться пока что воин может только на костылях и в коляске, голос отражает бодрость и силу духа. Встретить бойца с позывным «Кайтыр» пришли семья, друзья и коллеги. Путь домой растянулся на долгих полгода. Вот видите, как на ногах, бодро, настроение боевое. Всем спасибо, ребята. Вот вы все мои коллеги с телевидения, с «Газпром-Трансгаз Уфа» приехали коллеги, коллектив из администрации главы, из правительства. Дома будут стены лечить. Все, через 2 месяца на обследование приеду, посмотрят, скажут, и уже дальше буду передвигаться.
А ведь веру в то, что Кайтыр вернется домой живым, в какой-то момент потеряли и близкие друзья. Павел Самойлин заключил контракт в ноябре 2023-го. В зоне СВО гвардии старший лейтенант командовал штурмовиками. В начале апреля этого года его группе поступила задача – занять точку на передовой и удерживать до подхода подкрепления. С 2 бойцами Кайтыр выдвинулся вперед. Оставался последний рывок до места назначения, но это были 150 метров открытого поля. Здесь солдат встретили вражеские беспилотники. По команде бойцы разбежались в разные стороны. Сразу 4 дрона выбрали своей целью Кайтыра. Одни сбрасывали гранаты, другие камикадзе взрывались рядом. Командир получил контузию, левая нога была сломана, правую руку и ногу поразили осколки. Следом отработали минометы. 5-й дрон, разведчик, решил, что наш военнослужащий мертв и улетел. То, что Кайтыр погиб, семье сообщили сослуживцы, которые пытались пробиться к месту боя, но попали под вражеский огонь и понесли потери. Мне сперва сообщили, что он погиб. Было, конечно, очень тяжело, но он не просто погиб, а как будто, даже тела не было. Пришлось много куда обращаться, звонить, всех на уши подняли. С ранениями Кайтыр пролежал 5 дней, двигалась только левая рука. Боец пил росу, которую собирал полиэтиленовым мешочком, ел траву вокруг. Часто проваливался в беспамятство. Недалеко в глубине руин здания лежал другой раненый боец. Поначалу они перекрикивались между собой, но на 4-й день сослуживец замолк навсегда. Кайтыр сжег страницы военного билета с контактами родственников и приготовился к последнему бою на случай, если солдаты ВСУ найдут его, положив гранату под голову. Но на 5-й день из леса позади себя он услышал татарскую речь. Вот братан с Башкирии, Суфы, я с Бишгуляк. Да. Спасибо, братишки, Рахмат, земляки. Вот так познаются настоящие дружбы. Да. В числе тех, кто пришел на помощь, был земляк из Башкирии. Группа эвакуации дождалась чистого неба, а после почти 10 километров на носилках несла Кайтыра. То, что враг не заметил этого момента, можно считать чудом. Этим же вечером он позвонил семье и сообщил, что жив. Впереди были несколько операций и лечения. 3 осколка извлекли из позвоночника. Но даже в госпитале Самойлин думал о долге, причем еще и гражданском. В Москве он проголосовал на выборах главы Башкортостана. Когда находишься на передовой, уже понимаешь, что тут наша страна большая, единая, неделимая страна, за которую в прямом смысле слова мы проливаем кровь. И ощущения такие несравнимы с предыдущими выборными кампаниями, поэтому запомнится на всю жизнь. Поблагодарить хотел всех жителей Республики Башкортостан за ту помощь, которую оказывают бойцам на передовой, нашим раненым товарищам, кто находится в госпитале. Указом президента страны офицер был награжден орденом мужества. Сейчас у Кайтыра впереди длительная реабилитация, но он на связи со своими сослуживцами. К слову, такой позывной боец взял неспроста. Мой товарищ Даян Тувальбаев презентовал песню «Мин Кайтырбас», «Без Кайтырбас», «Мин Кайтырман». Песня, посвященная нашим добровольцам из Башкирии, кто ушли на СВО. Слова мощные, музыка сильная, клип на реальных событиях основанный. И я задумался, слово «Кайтыр» такое простое, емкое, четкое, редкое. Почему бы такой позывной себе не взять? А вот какое число для него счастливое, Кайтыр понял давно. Это цифра 5. Отец 5 детей, выживший при атаке 5 дронов, пролежал 5 дней на грани жизни и смерти и был спасен земляком из Бишбуляка, село, которое на русский переводится как 5 подарков. Но главный подарок – это возвращение домой, ради которого он и встал в ряды вооруженных сил страны. Эмиль Басарев, Руслан Батыргареев, Айнур Кабиров и Артур Хуснуддинов. Итоги недели. Сотрудник Пруфов обещал сломать журналистке нашего телеканала нос. При этом несколько дней спустя после данного инцидента в коридоре Кировского суда, где шел процесс над его работодателем, Рамиль Рахматов заявил об этом уже открыто в социальных сетях, что его обещание будет рано или поздно выполнено. Агония, редакция Пруфов. Специальный репортаж программы. На прошлой неделе в республике издатель СМИ «Пруф РФ» Рауфа Рахимова, о деструктивной деятельности которой мы неоднократно рассказывали в рамках наших спецрепортажей,
Кировским судом города Уфы признаны виновные в дискредитации вооруженных сил России в период проведения страной специальной военной операции. После заседания суда, на которое медиа-менеджер не явилась, поскольку бежала от правосудия в Турцию, достоянием общественности стал факт угроз свидетелям Рамилем Рахматовым причинения вреда здоровью журналистам республиканских СМИ. Рахматов, являясь политическим обозревателем инфоресурса «Пруфы», выступал на суде в защиту своего руководителя и владелицы издания. А вы нам угрожали, да? Я вас не угрожаю, я вам предостерегал. Вы обещали вообще-то нос сломать. Да, я сдержу обещание, если что. Ничего, может, нос выпрямится, ничего страшного. Когда я подошла к залу суда, к кабинету, там стоял наш оператор. Я подошла к нему, и как раз за мной шел Рамиль Рахматов. Он подошел сразу за мной к нам и обратился к нам: слушайте, вы, БСТ, дознание, еще раз меня без разрешения снимете, я вам нос сломаю. Я была в растерянности, потому что я буквально вот пару минут назад с ним поздоровалась на лестнице, все было в порядке, а здесь такое вот. Я уже много-много лет занимаюсь журналистской деятельностью, достаточно профессионально. И вот такой случай, когда, казалось бы, коллега с такой яростью, с такой злобой обращается к своему соратнику по цеху, я встречаю впервые. Вообще, конечно, вопиющий случай, когда здоровый мужик обещает поломать нос хрупкой молодой девушке. Этот недомужик Рамиль Рахматов, он, конечно, теперь у меня из списков вычеркнут. Я, как руководитель проекта «Дознание», уже написал обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с ним разбирались и привлекли к ответу за угрозы физической расправы и за воспрепятствование журналистской деятельности. Через несколько дней после произошедшего инцидента журналист Пруфов на своей странице в социальных сетях подтвердил факт озвученных угроз в суде и заявил, что их обязательно исполнят. Да, я произнес, что будет сломан нос. Мое обещание рано или поздно будет выполнено. Не менее эмоциональной оказалась реакция работодателя Рахматова Рауфа Рахимовой в адрес средств массовой информации, освещающих дело о дискредитации ею вооруженных сил России. Я не могу их наказать. Возможно, иски подготовлю в суды, но Всевышний всем, кто причастен в травле меня, воздаст по заслугам, по справедливости. Именно об этом я молюсь. Живите и бойтесь кары небесной. И когда у вас случится беда, неудача, проблема, причинно-следственную связь увидите. Цинизм этой ситуации явно зашкаливает. За одними угрозами в адрес наших коллег последовали другие. Это неприемлемо для нашего журналистского сообщества. Напомним нашим коллегам из ПРУФ, что журналистская свобода не есть вседозволенность. Журналисты должны быть защитниками правды, а не инструментами запугивания. Каждый из нас несет ответственность за свои слова и действия. И важно помнить, что критика должна оставаться конструктивной. Сам судебный процесс по делу Рахимовой и произошедший инцидент на суде вызвал широкий общественный резонанс и попал в поле зрения федеральных ресурсов. Так, самый цитируемый в зарубежных СМИ российский телеграм-канал «Рыбарь», который за последние годы превратился в полноценный мозговой центр, занимающийся вопросами аналитики информационной войны, отметил особую деструктивную роль Рауфы Рахимовой. Издание Рахимова известно не только фейками о военнослужащих Российской Федерации, новых волнах мобилизации и так далее. Через Пруфы РФ создавался позитивный образ таких башкирских экстремистов и сепаратистов, как Фаэль Сынов и Руслан Габасов, а также велась мобилизация людей на несанкционированные публичные акции, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке. Кроме того, через СМИ распространялись призывы к башкирскому обществу саботировать участие в СВО. Сама Рахимова публично заявляла о скором крахе, в кавычках, российского авторитаризма. Рыбарь также обратил внимание на скоординированные действия по травле и дискредитации судебных экспертов со стороны политического обозревателя Пруфов Рамиля Рахматова и экстремиста Руслана Габасова. Рахматов также оперативно запустил фейк о серьезном психическом заболевании судебного эксперта, которое влияет на его когнитивные способности. Указанную тему сразу же стал активно разгонять инагент Габасов. Федеральный телеграм-канал также дал резкую критику журналиста.
Щеголяя направо и налево своим краткосрочным участием в СВО, он, не стесняясь, угрожает девушке-журналистке сломать нос за видеосъемку процесса, называет экспертов российского суда ничтожествами, сортами известной субстанции, трусами и так далее. Взаимодействие с различными деструктивными акторами пруфы впитали в себя их культурные особенности и стилистику, распространение фейков, запугивание и угрозы в сторону оппонентов перекочевали в редакционную повестку курируемых Рахимовой медиаресурсов. Фактически издание превратилось в третьесортный таблоид, где журналистикой уже давно не пахнет. Ну и продолжение темы, рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги, журналиста Руслана Шерфудинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь, до встречи в эфире. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов. Сегодня об истории и ее уроках. Времена не выбирают, в них живут и побеждают. Не умирают, как у классика, а именно побеждают. Потому что все, что нас не убивает, делает сильнее. И в каком-то смысле это про постсоветское время. В далеком, теперь уже 91-м году, последнем году жизни Советского Союза, мы отмечали первый день Республики Башкортостан. Все привычное трещало и расползалось по швам на глазах. В воздухе витало ощущение грядущей грандиозной катастрофы. Что будет дальше, никто и предположить не мог. И тогда эта дата, конечно, была наполнена другими смыслами и значением. Проглотили самостоятельности сколько смогли, но, честно говоря, проглотили больше для того, чтобы удержать на плаву огромный корабль нашей Родины, который без руля и ветрил порой носила из стороны в сторону по штормящему океану вольницы 90-х. Эти события новейшей истории еще свежи в нашей памяти. Зия Нуриевич Нуриев, Зикирия Шарафудинович Акназаров, Мидхат Закирович Шакиров, Муртаза Губайдулович Рахимов. Настоящие глыбы своего времени, которые навеки вписали свое имя в историю Башкортостана. Продолжать их делать сегодня – высочайшая ответственность. Невзгоды послевоенного восстановления БССР, громадье пятилеток, бурное развитие 60-х, 70-х и 2 заслуженных ордена Ленина. Много невзгод и трудностей выпало на непростую долю наших отцов и дедов, но и ведь и нам многое пришлось преодолеть. Интересно, если была бы волшебная машина времени, что сказали бы они, лидеры Башкортостана 20 века, оценивая сегодняшние события и ситуацию? Зия Нуриев скончался в 1986 году. И, конечно, ему и в страшном сне не приснилось бы, что Советского Союза больше нет, а нашим парням на фронте снова приходится выкорчевывать бандеровщину. Конечно, легко не было никогда, но первые 10 лет новейшей постсоветской истории Башкирию вместе со всей страной трясло так, что удерживать штурвал управления Муртазе Рахимову удавалось только жесткой рукой. Между нами, вот что бы мог сказать сегодня первый президент Башкортостана, вполне себе можно представить. Поотечески приобняв Радия Фаритовича, к которому всегда относился тепло и с уважением, несмотря на разные зигзаги судьбы, он бы сказал с обычной своей крестьянской мудрой хитринкой: «Ашлергей киряк, Радий, работать надо, Радий Фаритович. А с теми, кто мешает работать, ты помнишь, как мы делали? Вот так и делай. Порядок должен быть». Вот так бы сказал Муртаза Губайдулович, потому что Бабай действительно все видит. Кто народу друг, а кто враг. А кто и не друг, и не враг, а так, провокатор. И к государству-оппонентам Бабай относился без лишних сантиментов. Это я хорошо сам лично помню. Потому что он был чистый прагматик, а не идеалист. И когда Путин прилетел лично отдать дань уважения Муртазе Губайдуловичу в январе 23 года, то при личной встрече с Радием Хабировым публично констатировал, что наследие Бабая в надежных руках и надо его хранить. Что мы и делаем, с искренним почтением к его памяти. Поэтому не надо спекулировать именем Бабая и пытаться его приватизировать, потому что оно принадлежит всему народу. Кстати, о тех, кто мешает работать. Вы спросите, а кем ведется эта пресловутая информационная война? Все просто. Башкирия – мощнейший экономический центр из первой 5 страны и постоянно находится в перекрестии интересов разных глобальных групп влияния. Защищая интересы государства, за годы своего нахождения у руля Хабиров неоднократно наступал на хвост шкурным интересам разных олигархических групп.
Только вот деятели, которые пытаются сегодня побаламутить общественно-политическую воду и поиграть в черный пиар против власти, забывают о том, что с государством шутки плохи. Вернее, разномастные иноагенты-экстремисты прекрасно это понимают, поэтому они интригуют на безопасном расстоянии от родины из Прибалтики, Турции или Европы. А вот их марионетки здесь сильно рискуют. Да, собаки лают, караван идет. Реально дел много, вопросов миллион, работы не впроворот. Государство – машина большая и временами неповоротливая. Но если собаки долаялись до того, что ими решили заняться, то эта машина может пройтись по ним, как асфальтовый каток. Свобода слова, о которой некоторые любят покричать, не означает вседозволенность и вечную безнаказанность лжи и манипуляций. Так что те, кто с упорством мазохиста поливает все вокруг информационными фекалиями, должен понимать, что рано или поздно будет обратка по закону возврата уголовно-административной энергии. Для системы это вопрос национальной безопасности. И если кто вдруг еще не понял, то главный урок сегодняшней реальности в том, что время героев эпохи суверенитета окончательно ушло в политическое прошлое. Караван Башкортостана тем временем уверенно идет дальше. Республика дышит и активно развивается по всем направлениям, достойно встречая свою годовщину. На обозреваемой неделе в Уфе после капитальной реконструкции открыли детский реабилитационный центр «Салют». Он был перестроен практически с нуля, на что ушло 4 года и почти 2 миллиарда рублей. Грандиозный получился объект. Особенные дети здесь смогут одновременно жить, учиться и лечиться. 10 октября на набережной в Уфе открылась общему взору великолепная колоннада, которая не только символ башкиро-абхазской дружбы, но и новая безусловная достопримечательность и место для фотосессий. И уже на грядущей неделе Уфа встречает самое главное спортивное мероприятие года в стране – форум «Россия. Спортивная держава» с участием президента Путина. Все по плану. Мы ждем, готовимся, и нам, безусловно, есть что показать. До свидания. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.